Продемонстрировать свои навыки обращения с мячом именно в футбольной составляющей решили сегодня альпинисты, которые собрались в Джейрахском районе Горной Ингушетии. И, разумеется, задача выиграть Лигу чемпионов или Премьер-лигу в Англии или Италии перед этими ребятами не стоит. До окончания чемпионата России по альпинизму остается не так много времени. Практически каждая из команд уже совершила по нескольку восхождений, которые пойдут в итоговый зачет в турнирной таблице. Наверняка постоянный зритель национального телеканала узнает спортивного журналиста Тамерлана Хамхоева не только по внешности, но и по голосу. Им были озвучены и прокомментированы многочисленные мероприятия в нашем регионе. Тамерлан – сотрудник, всегда находящийся на спортивной передовой. По его словам, спорт плотно вошел в его жизнь. Работа именно в этой сфере приносит ему настоящее профессиональное удовлетворение. Изначально, когда я пришел на телевидение, я работал в новостном отделе. Это был для меня колоссальный опыт, но впоследствии я понял, что мне гораздо ближе спорт, спортивное направление, и оказался вот таким образом именно в этом отделе. Но, сказать честно, я немного скучаю по новостным сюжетам, но, тем не менее, то, что мне ближе, я думаю, я надеюсь, зрители оценивают, и у меня получается неплохо, я надеюсь. Дзюдо, футбол, бокс, смешанные единоборства. Спортивная жизнь республики разнообразна. Яркие спортивные мероприятия республиканского и межрегионального характера проходят в Ингушетии регулярно. Сидеть без дела журналистам спортивной редакции национального телеканала точно не приходится. Каждому материалу у Тамерлана Хамхоева свой особый подход. Да, друзья. За 30 секунд до окончания этого поединка сумел все-таки Джабраил Султыгов сконцентрироваться, скоординироваться и взять как нужно ему. Самое важное именно в спортивном направлении – это найти правильный подход к спортсмену, который занимается определенным видом спорта. К футболистам, например, нужен свой подход, к бойцам ММА свой подход, к детям, к взрослым, каждому по-разному. Например, мне легче всего работать именно со спортсменами именно в футбольном направлении. Самое сложное, пожалуй, это уговорить, как ни странно, спортсмена разговаривать, потому что эти ребята специализируются только на том, чтобы заниматься спортом, и не особо привыкли именно наши ребята, ингушские, я имею в виду, разговаривать на камеру. Приходится как-то растормошить и разговорить немножко. Мобильность и активность – именно этими качествами должен обладать спортивный журналист. Корреспонденты этой редакции показывают все, что связано со спортом, пропагандируют здоровый образ жизни. С каждым годом наши журналисты совершенствуются, стараются заинтересовать свою целевую аудиторию. Впереди у этих ребят первые летние соревнования в этом году. В какой форме они к ним подойдут, покажет время. Для этих спортсменов секрет успеха прост. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Самое важное для меня – это осознавать, что мои передачи, мои сюжеты, если они нравятся нашим зрителям, то значит я делаю свою работу правильно. Если они не нравятся, то мне надо расти дальше. Следовательно, это и есть для меня самое важное. Их работа непроста, но вместе с тем и интересна. И этот самый интерес людей к здоровому образу жизни делает спортивную журналистику одним из перспективных направлений СМИ. На сегодняшний день в спортивной редакции национальной телекомпании работает всего 3 человека, каждый из которых выпускает по 5 программ в неделю. Все они прекрасно справляются со своей задачей. И все же, как отмечает Тамерлан, без казусов не обходится, пожалуй, ни одно мероприятие. Часто возникают внештатные ситуации именно на футбольной такой стезе, потому что часто бывает, что на матч Ингушта ты едешь, вроде бы тебе отдают один стартовый состав команды, но потом игроки выходят на поле, оказывается, что совсем другие. И чтобы не попасть в просак, приходится как-то приспосабливаться, узнавать футболистов по номерам на футболках и как-то чуть более в другом русле действовать. Любой вид спорта – это сплошные эмоции, радость побед, горечь поражения, разочарование и надежды на будущие достижения. Словом, ребята из спортивной редакции не видят свой день без выездов и свежих новостей. Светлана Томова, Султан Булгучев. Новости 24.